Московский музей-заповедник Коломенское превратился на день в татарскую и башкирскую этнодеревню. Народными песнями, танцами и состязаниями 6 июля отметили самый народный праздник Сабантуй. Кармаскалинцы вновь стали частью этого масштабного праздника. Казахи, узбеки, кыргызы, белорусы. На этнофестивале собрались десятки тысяч людей различных национальностей, чтобы вместе отметить событие, которого каждый год с нетерпением ждут не только татары и башкиры, но и представители других национальностей нашей многонациональной страны. Мне очень нравится концертная площадка, которую здесь устроили. Я знаю, что там внизу тоже есть ребята из Башкирии, которые выступают. И еще мне очень понравились юрты, я бы хотела пострелять из лука. Праздник замечательный. Сегодня солнечная погода. Праздник семейный, теплый. Для нас это очень значимо, поскольку мы башкирская семья, живущая в таком большом мегаполисе, как Москва, и для нас является важным сохранить вот эту культурную часть себя башкирскую. Музей-заповедник Коломенское превратился в стилизованное подворье прошлого. Так выглядели башкирские и татарские деревни XIX века. В них представлен быт и культура местных народов. Кэрэш, перетягивание каната, бои с мешками, кулинарные мастер-классы и стрельба из лука. На московском Сабантуе народные забавы для всей семьи. В этом году также была презентована патриотическая зона, где были представлены выставки Республиканского музея боевой славы и музея 112-й башкирской кавалерийской дивизии, а также военно-патриотических клубов. Которые свидетельствуют о героизме и мужестве наших предков и народов справедливости. На главной сцене с утра и до позднего вечера прошли выступления национальных коллективов и звезд эстрады, представляющих разные народы России. Общегородской праздник, собравший в этом году более 100 тысяч человек, продлился до 21 часа и завершился молодежной дискотекой, после которой состоялось торжественное закрытие праздника Сабантуй-2024.